В одну сплошную реку центральная дорога Чолпан-Аты превратилась за несколько минут. Таких паводков на берегу Иссык-Куля не было последние 30 лет. Тонны грязи и воды обрушились на город после сильного ливня. Все произошло в мгновение ока. Вода полилась отовсюду. Мы успели только выключить свет и газ и вывести рабочих. Поплыли морозильники с продуктами, стулья, огромные 100-литровые газовые баллоны. Все продукты теперь непригодны. В туалете застряла наша невестка. Мы долго не могли открыть дверь. Это был стресс для нас. К стихии курортная зона оказалась не готова. В городе, куда каждый год приезжают сотни тысяч туристов, не оказалось ни одной водонасосной помпы. Грязь и воду из отелей, кафе и магазинов люди выгребали тазиками и лопатами. Смотрите, какой ущерб. Там еще у нас есть магазин. Товар там уже не пригоден. Подвал вообще полон воды. А во всей Чолпан-Аты оказалось нет насосного оборудования. Мы позвали детей и теперь руками собираем эту грязь. Были бы машины специальные, подвалы очистили бы в 2 счета. Больше всех пострадали те, кто живут в верховьях города. У иссыкульцев с огородов смыло не только урожай, но и скотину. В считанные секунды со двора Урум-Мамаевой вода унесла 2 овец. Затопило все дома, унесло наши вещи. Я живу одна. Во дворе у нас на привязи стояли 2 барана. Вышла, их нету, кошмар. Было немного дров, даже их смыло. Конечно, все можно купить. Но главное, чтобы люди были живы и здоровы. Сообщений о человеческих жертвах во время паводка не было. Материальный ущерб от стихии все еще подсчитывается. Огромных потерь, по мнению местных жителей, все же можно было избежать, если бы в городе проложили отводные арыки. Да, проблема существует уже 4 года. Мы писали письма в МЧС, но там каждый раз говорят, что рытье арыков заложено в план следующего года. Последний раз уровень реки, которая затопила город, поднимался так высоко в 1979 году. Все потому, что река проходит прямо в центре города. Кто теперь компенсирует наши потери, непонятно, но урон нанесен огромный. Проложить дренажную систему местные власти обещают в следующем году, хотя меньше чем через месяц в Чолпан-Аты пройдут Всемирные игры кочевников. А сентябрь, предупреждают чиновники, будет дождливым. Джубек Бегалиева, Асин Матамбеков, Иссык-Кульская область, Кыргызстан.